За 8 месяцев этого года промышленное производство в России выросло на несколько процентов. Абсолютно не хотят платить. Якобы они платят по договорным условиям, платят с квартиросъемщиками. Из крайности в крайность. Почему вразумить неплательщиков за услуги ЖКХ удается лишь отключением света и воды, выяснял наш корреспондент. Мы сегодня на федеральной дороге «Кавказ» призываем водителей соблюдать скоростной режим. Напоминание – лучшая профилактика. Сотрудники ГИБДД провели рейд на федеральной автодороге «Кавказ». На рыбалку в Ингушетию. Уже совсем скоро в регионе пройдет чемпионат СКФО по спортивному рыболовству. Мне понравился больше всего герой из сказки. Это тот мальчик, который одел шляпу. В Тюзе состоялась премьера нового спектакля по пьесе Саида Чахкиева «Волшебная шапка». На канале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. Промышленное производство в России за 8 месяцев этого года выросло на 3%. В сфере добычи полезных ископаемых за все это время наблюдался рост на 2,4% к аналогичному периоду прошлого года. Обрабатывающие производства увеличились на 3,8%, на сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром почти на 2%. В то же время в сфере водоснабжения наблюдалось снижение производства на 0,8%. В последнем летнем месяце этого года добыча полезных ископаемых возросла на 4,5% по сравнению с августом прошлого года. Обрабатывающие производства увеличились на 2%. Долг платежом красен. В противном случае ждите полного отключения всех благ цивилизации. Только такие радикальные меры могут привести в чувство некоторых злостных неплательщиков услуг ЖКХ, уверены в администрации Назрани. Недавно в сети интернет появилось видеообращение жителей микрорайона Юбилейный с жалобами на частые перебои с водой и электроэнергией. В чем здесь причина и почему жильцы не платят по счетам, выяснял наш корреспондент Зелимхан Калоев. Обращение от жильцов нового микрорайона Юбилейный в Назрани вызвало резонанс в сети интернет. Люди просто в отчаянии, поскольку из-за соседей должников им приходится оставаться отрезанными от благ цивилизации. И кто же виноват в этой ситуации? Почему жильцы нового городка вынуждены бить тревогу? Ответ на этот вопрос один – катастрофическая ситуация с платежной дисциплиной. Правда, долг высоким назвать нельзя, поскольку заселились в свои квартиры жильцы не так давно. И не все. Из 1600 квартир фактически проживают только в 300, и многие из них не платят. Тут надо документы хозяйки уже. Пойти, эта хозяйка должна была докучить квартиру, да, одежда. حيس ديجدا تكون حضل ديجدا تاق مدوقها برش كوارتيرات الموقت تاق إشكات حتى ذا تخي أخش داتيل تقت أخر عاش خزايج دوق سوقت بعد شاش ليت بعدهم داتيل سوقت إيش проблем они у санзалс говорят не платят но квартиры снимать дежда тхо сколько уже приехали с Казахстана мы 12 лет и снимать дежда тхо квартир. Я не губяхая, не платят люди, Словом, это далеко не единичные случаи. Мы бы рады платить, говорят квартиранты, да не знаем, как с бумажной волокитой разобраться. И пока одни выясняют, кто и как должен платить, неудобства испытывают все без исключения, особенно семьи с детьми. Ханс оплачивает, да, ваш так? Коммунальный Ханс трукселхан хаян чего новый хадя дом уже мдиешь, пока договора туда-сюда, анда счетчики жлахты же бол бежи, Ханс договор даже кяхты жисти делал, чеше перже счет я оплаты геужан, иш договор же и я хож даже тут сухачун балдеял, что хая сашико ботма, сук хадиса, что пока я он оплаты ешь до того, просто договор Хамцахан да кяхты даст оплаты.
На радикальные меры местная власть пошла только когда поняла, что взывать к совести бесполезно. Традиционные частные обходы домов с просьбой погасить задолженность за потребленные ресурсы пользы не принесли. Единственным справедливым решением, по мнению коммунальщиков, оказалось отключение света и воды, после которого жители запаниковали и даже пошли на диалог с чиновниками. Абсолютно не хотят платить. Якобы они платят по договорным условиям, платят с квартиросъемщиками, то есть с арендателями квартир, и что они платить не должны. И в связи с этим мы вчера были здесь, было принято решение отключить все коммуникации, но опять же это было бы несправедливо к добросовестному плательщику за свои коммунальные услуги, а они здесь тоже есть. И поэтому мы дали срок до 30 октября всем заключить договорные отношения с ресурсопоставляющими организациями. Пока одни не платят, другие вынуждены испытывать дискомфорт. К примеру, Тамила Гелесханова, хоть и живет в съемной квартире, счета за коммунальные услуги оплачивает регулярно. Это примерно 3500 рублей. Говорит, что если не делать это своевременно, задолженность растет и становится большой неприятностью для владельцев жилплощади. Мы стараемся платить каждый месяц, потому что снимать накопиться до того, штатил. Мы же не виноваты, что у нас отключают свет, воду, там свет, все же надо. В микрорайоне Юбилейный функционирует специальный штаб, занимающийся его содержанием. Здесь на условиях договора готовы решать вопросы и по линии ЖКХ. Специалисты говорят, что при желании жильцов всегда можно прийти к компромиссу и не доводить ситуацию до крайности. Такой человеческий фактор есть, значит, люди такие, что хотят задеть чем-то. Ну, момент такой бывает, вот день-два, хорошо, да, машина сломала в ЖКХ, ну, нету возможности у них приехать, вывезти, да. Вот кучка аути, вот собирается небольшая кучка, и раз цепляется за этот момент, там фотографии, там интернет, все начинается работать, как бы кому-то насолить, может специально делается. Вот такие вопросы. Стараемся мы, из себя выходим. Первый раз терпения у местных жителей хватило всего лишь на сутки, спустя которые они сами пошли на диалог с властью. Поняв, что последние настроены решительно, люди согласились оплачивать по счетам. Если до 1 октября задолженность не будет погашена, отключение света и воды повторится. Правда, теперь уже эти меры будут применяться поадресно. Зелимхан Калоев, Рамзан Сурабов, Новости 24. А теперь затронем одну из самых обсуждаемых тем в стране – изменения в пенсионном законодательстве. Работники предпенсионного возраста в нашей стране трудятся практически во всех сферах деятельности. Как относится к этим инициативам Хаваш Накастоев, человек творческий, проработавший в различных сферах много лет, расскажет Зарема Ивлоева. Писатель, критик, журналист, публицист и ученый. Хаваш Накастоев – личность многогранная. В школе он мечтал стать физиком или математиком, много времени посвящал точным наукам. Но выбор выпускника не поддержали братья, после чего он перепробовал себя в самых разных направлениях. Я хотел быть адвокатом, даже готовился некоторое время, но сложилось так, там и родные настояли, что не стоит на это тратить время. Потом я хотел быть медицинским работником, врачом. Это тоже меня немножко отговорили. По настоянию родных и близких я поступил в Горно-металлургический институт на это ПГС, это промышленное и гражданское строительство. Хаваш Накастоев вырос в селении Галашки, получил филологическое образование и некоторое время преподавал в местной школе. Позже его привлекла журналистика. Он работал в газетах «Сердало», «Вестник Сунжи» и «Ингушетия». Позже стал главным редактором «Последней». А в 1999-м Накастоев был избран депутатом Народного собрания, где занимался законотворческой деятельностью более 5 лет. После чего перешел в научно-исследовательский институт, где трудится по сей день в должности редактора. Со школьной скамьи Накастоев писал стихи и рассказы, но больше он позиционирует себя как литературный критик. К своей поэзии я относился довольно скептически. Да и сейчас отношусь. Нету такой
Нельзя сказать, что это большие стихи или хорошие стихи, не знаю. Первое, ну такое, если можно так сказать, стихотворение, которое мне принесло некоторую известность, это стихотворение, написанное к 20-летию Республики Ингушетия. Это стихотворение стало известно благодаря тому, что музыку на нее написал Дзейтов Тимур. Одна из его последних книг вышла под названием «Мысли об ингушской литературе». Сегодня Хаважна Костоев – автор более 50 научных работ, член Союза журналистов и писателей Ингушетии, почетный гражданин Сунжи и заслуженный работник культуры Ингушетии. Он также перевел на ингушский язык известную книгу Созерко Мальцагова «Адские острова. Советская тюрьма на Дальнем Севере». Первая книга вышла в свет в Лондоне в 1926 году на английском языке. Это было едва ли не первое опубликованное свидетельство об исправительно-трудовых лагерях Советского Союза. Русскому читателю книга стала доступной только через 65 лет после выхода в свет. Хаважна Костоев решил, что книга обязательно должна быть и на родном языке автора. Рассуждает Накостоев и об изменениях в пенсионной системе. Тема, по мнению ученого, так или иначе касается каждого гражданина страны. Когда решаются такие большие вопросы, мы же все-таки не просто люди, не просто потребители, мы же еще и граждане определенного государства. Мы должны учитывать и интересы государства. Я уверен, как бы это ни прозвучало, что бы там ни было, если бы не была крайняя необходимости, не было, наше правительство российское, ну уж тем более, я не знаю, как правительство, но тем более Путин не стал бы этого делать. Поэтому, если государству это необходимо, мы должны согласиться с необходимостью. Хаважу Алиевичу 62 года, за плечами огромный стаж в различных сферах. Но сам он считает, что сделано еще так мало, а потому на пенсию сейчас никак нельзя. Пусть возраст перевалил за 60, но это всего лишь формальность, считает мужчина. Зарима Ивлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. В Ингушетии пройдет международная научно-практическая конференция «Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении исторической памяти народов России и Кавказа». Конференция будет проходить с 24 по 27 сентября. Она приурочена к столетию Государственной архивной службы России, а также 25-летию Государственного архива Республики. Работа научного форума будет разделена на 3 тематические секции. В рамках конференции для гостей подготовили культурную программу с экскурсией в горы, концертом и знакомством с национальной кухней. Такого масштаба конференции, тем более посвященной именно историко-культурному документальному наследию, архивам, а вообще вот такой вот тематики у нас в республике проводится впервые вот за 25 лет. Очное и заочное участие в конференции принимают участие ученые, историки, архивисты, музейные работники, библиотекари, вообще представители разных областей гуманитарного знания из 35 регионов России, а также ряда стран ближнего зарубежья. Участвую в работе секции, тоже буду выступать со своим докладом, и моя работа тоже включена в сборник научных трудов конференции. Доклад называется «К вопросу исламизации ингушского общества. Как мы принимали ислам». «Сбавь скорость, пропусти пешехода». Профилактическая акция с таким названием прошла на федеральной автодороге «Кавказ». Именно на этой дорожной артерии чаще всего происходят ДТП с тяжелыми последствиями. В ходе рейда сотрудники ГИБДД раздали водителям буклеты и листовки с говорящими названиями «Сбавь скорость, пропусти пешехода и пристегнись». Им также напомнили о необходимости перевозки детей в специальных автокреслах. Подробности в репортаже Руслана Албагачиева. Автошкола Юлия, будьте осторожны, она чёрт. Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее. С таким посылом инспекторы ГИБДД и активисты вновь обратились к водителям.
Проблема дорожной безопасности в республике стоит остро. Поэтому эта профилактическая акция в очередной раз служит напоминанием о последствиях пренебрежительного отношения автолюбителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Активисты раздавали водителям флаеры, наклейки, агитирующие безопасное поведение на дороге. Для изменения неприятной ситуации на дорогах, по мнению самих автолюбителей, необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения, ввести бальную систему и повысить уровень подготовки водителей. Большинство отметили, что действующая система административных наказаний недостаточно дисциплинирует участников дорожного движения. تجري ليهم نقدر ناخذ مش حربوا أشبه حقول يعني شو تحق على برايل نروش الدي شو تحق حوش ترافتوخ صير بو بامبر شو يخ بامبر نخ توصلين تعتوا ألصر شيء سكرستو رجيم ألصوخ سكورست لور يرج تبوا آخر إيش تعمل يا خندي يخ تبوا البنب أدي رياض بيبيع يا نروش دي حدال زويستر بلا حدال بيتسوات بلا نبغى دخل مدي بيتسوات بلا كيسة دي Безопасность на дороге – залог долгой и беспроблемной жизни не только для водителя, но и пешехода. Наши курсанты, когда они уходят с автошколы, они уходят с стремлением и с твердым намерением соблюдать все правила дорожного движения. Но учитывая ту ситуацию, которая у нас сегодня творится на дорогах, они просто, другие водители, вынуждают новичков совершать те же нарушения, которые совершают они. То есть вынуждены курсанты наши, новички, водители, совершать те же нарушения. То есть это тоже тот же порядок вождения, тоже та же манера вождения, они прививают им новичкам. Ну а на ваш взгляд, как нужно бороться с этим? Привлекать злостных нарушителей к дополнительным занятиям в автошколах. В обязательном порядке. Такие акции в регионе проходят часто. Автоинспекторы предупреждают, безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас. Так что все, кто садится за руль, должен осознать ответственность, которую он несет. Ввиду того, что у нас последние события были, где у нас погибло около 6 человек, за минувшие выходные у нас погибло 2 человека при наездах, это Барсуках, Сельское поселение Кантышево. Мы сегодня на федеральной дороге Кавказ призываем водителей соблюдать скоростной режим. В ходе нашего мероприятия мы раздаем подобные памятки, в которых есть выдержки священного Корана, для того, чтобы больше призвать к сознанию наших водителей к соблюдению правил дорожного движения. И остается надеяться, что в следующий раз, выезжая на дорогу, водители и пешеходы задумаются, если не о штрафе за нарушение, то хотя бы о своей или чужой жизни. Руслан Албгачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. 22 сентября в Ингушетии состоится чемпионат Северокавказского федерального округа по спортивному рыболовству «Большая рыбалка». Мероприятие пройдет на городском пруду в Карабулаке. Первенство проводится в 3 номинациях: за самую крупную рыбу, за самую длинную рыбу, за разнообразный улов. Занявшие призовые места будут награждены дипломами и ценными призами. Абсолютного победителя определят по наибольшему весу выловленной рыбы. Стать участником соревнований может любой желающий. Возраст не ограничен. Заявки для участия в чемпионате принимаются по телефону туристско-информационного центра, который вы видите на экране, или по адресу электронной почты с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона. Писатель, драматург, поэт, прозаик, основатель нового направления под названием «Политический театр». Речь идет о Бертольте Брехте. В научной библиотеке Ингушского госуниверситета открылась выставка плакатов, посвященная 120-летию немецкого драматурга. На протяжении многих лет его произведения пользовались большим интересом. Его пьесы популярны до сих пор и ставятся во многих мировых театрах. Подробности у Индиры Манкиевой. 5 выставочных стендов, посвященных Бертольду Брехту и его творчеству. Сегодня ингушские театралы и студенты вновь знакомятся с творчеством немецкого драматурга. Человек действительно мертв лишь тогда, когда никто о нем не вспоминает. Это одно из самых известных изречений Брехта. В этом смысле он был обречен на бессмертие, так как еще при жизни создал бесчисленное количество творческого наследия. Более 2300 стихотворений, около 30 пьес и большое количество прозаических произведений, публицистических и теоретических
творческих работ. Крюгер долгие годы служил актером в берлинском ансамбле, период, когда театром руководила жена Брехта. Вместе с ингушскими актерами Петер Крюгер как нельзя лучше передал зрителю всю суть пьесы. Ваха Хадзи вспоминает, как ставился спектакль, сколько работали и как все переживали. Это был очень, как я сказал, очень интересный процесс. И благодаря Питеру Крюгеру мы более глубоко изучили материалы писателя Бертольда Брехта. И он любезно предоставил этот материал, эти плакаты Карла Хайнца нам на студию. И мы с удовольствием передаем ее в библиотеку. Это очень интересно, это частица немецкой культуры. Бертольд Брехт умер 14 августа 1898 года, но его произведения канули в бессмертие. Сегодня из комнаты драматурга к собравшимся по видеосвязи присоединился Питер Крюгер. Он показал всем, как жил Брехт и могилу, где он похоронен. Вам видно нормально? Да, все. Лолита Гагиева пришла на выставку из интереса с творчеством мастера. Ее познакомил немецкий режиссер. На момент первой встречи с Петером Крюгером ей было всего 10. С того дня многое изменилось в ее жизни. Крюгер забрал ингушскую девочку с собой в Германию, помог ей получить образование, поправить здоровье. Сегодня она является его переводчиком и помощником во многих вопросах. Я трижды побывала в Германии. В 2003 году я поступила на филологический факультет иностранных языков, специальность немецкий язык, наш ИНГУ заканчивала. Вот. И в 2004 году, тоже опять-таки, будучи студенткой второго курса, ко мне домой заявляются, опять-таки, через столько лет такой же дяденька, двухметровый, говорит, да, guten Tag, erinnerst du mich? Помнишь меня? Я в шоке стою. Конечно, помню, добрый день, Крюгер. Вот так вот. То есть с тех пор мы работаем, то есть ставим пьесы, ставим вечера, посвященные Брехту. Отдельным стендом на выставке представлены работы, написанные художником-графиком Карлом Хайнцем Дрешером. Он на протяжении 37 лет работал в театре Брехта. Выставка продлится до конца сентября, так что те, кому интересна жизнь и творчество немецкого драматурга, могут еще успеть ее посетить. Индира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24. Общий миграционный прирост населения Ингушетии за 7 месяцев этого года составил 1857 человек, что на 1031 больше, чем за аналогичный период 2017 года. В межрегиональной миграции за январь-июль текущего года по сравнению с прошедшим годом отмечено увеличение числа прибывших из других регионов страны на 895 человек, а количество выбывших из республики в другие субъекты России на 124 человека. Больше всего приток мигрантов зафиксирован из Северной Осетии, Чечни и Москвы. При этом миграционная убыль населения в иностранные государства в текущем году снизилась на 13%. Спектакль о том, как люди, живущие за счет чужого труда, стали жертвой своей алчности и жадности. В Тюзе состоялась премьера нового спектакля по драматургии ингушского классика Саида Чахкиева. Театральный сезон открыла постановка пьесы «Волшебная шапка». Репортаж Мадины Пугоевой. Еще совсем молодые, но уже достаточно опытные и мудрые. Именно так можно охарактеризовать главных героев пьесы Саида Чахкиева. Шаши и Паши, сироты, опорой и поддержкой для них стал бедняк Хасан. Пожилой мужчина заменил детям родителей и воспитал их в духе ингушских традиций. Главная роль в спектакле досталась Батыру Кациеву. Играть молодого и амбициозного юношу Паши, признается он, не составило труда. То ли реальность смешалась с игрой на сцене, то ли герой сказки так похож на актера. В его копилке несколько десятков положительных ролей. Режиссер уже знает, кому какую роль давать, у кого какое нутро, душа. Вот. И, допустим, взять, если этот фактор и подходящую ему роль, если еще кукла будет сделана на 100% художником, вот, заложен характер, и слияние вот этих двух миров
душевного и технического. Вот. Создаются роли. Играть на сцене театра, прячась за декорациями, актерам кукольного театра сложнее. Им приходится буквально оживлять своих персонажей. Как превратить бездушную марионетку в реального героя, знают мастера сцены. Кукольный актер, он должен как бы свои эмоции передавать через куклу, да, правильно? Действия, походка, реакция его на то, что происходит там на сцене, я имею в виду. Ну, как-то, не знаю, получается. Магомеду Абиеву это точно удалось. Его герой пришелся по душе юным зрителям. Злой и алчный Бимбот, один из 3 отрицательных персонажей, вызвал у детишек восторг и в то же время презрение. Его автор пьесы высмеял и противопоставил доброму и отзывчивому Паше. Эти 4 мальчика мне не понравились, они очень злые. Мне понравился больше всего герой из сказки. Это тот мальчик, который одел шляпу, и та девушка, которая в косынке. Они очень добрые и помогают тому дедушке. Мне понравилась ингушская песня. Вот мне даже танцевать немножко захотелось. Вообще вот этот мультик о том, что они показывают, как они показывают. Этот мультик говорит о том, что какая была жадная. Если быть слишком жадным, не уважать других, это все делает твое богатство. Чем ты богаче, чем ты злее. И ведь не случайно для открытия нового театрального сезона выбрали пьесу Саида Чахкиева под названием «Волшебная шапка». Чтобы юный зритель смог сделать выводы и понять мораль постановки, режиссерскому составу ТЮЗа пришлось немало потрудиться. На трудоемкий и кропотливый процесс подготовки спектакля ушло несколько месяцев. У нас 8 цехов, которые работают над выпуском спектакля. Проделана огромная, большая работа. Это и художники-конструкторы, которые работали, и декораторы, и бутафоры, и портнихи. Ну и, соответственно, самая главная задача была нам сегодня поставить спектакль, который будет интересен для детей. Добро в конце каждой сказки обязательно побеждает зло. Так и в этой постановке Паша и Шаша преподносят жизненный урок богачам, которые пытаются отобрать волшебную шапку у бедняка Хасана. Толстяки срываются в пропасть, а главные герои-сироты кидают им зерна, чтобы они вырастили урожай своим трудом. Жадность и лень наказаны, а доброта и честность восторжествовали. Мадина Пугуева, Асхат Белакеев, Новости 24. Ингушские теннисисты готовятся принять участие в открытом первенстве. Соревнования пройдут уже в этом месяце с 22 по 23 сентября во Владикавказе. Нашу республику на первенстве будут представлять 5 теннисистов в 3 возрастных категориях. Сейчас спортсмены усиленно готовятся к выступлению. Амина Бокова с подробностями. Двойной ближе. Вот так. Плоский удар, удар с верхней подкруткой, резанный и основной. Технику владения мячом за год занятием теннисом Хава Хашиева освоила блестяще. Сегодня она уже является чемпионкой республики среди детей до 12 лет. Большой теннис – игра для сильных духом. Чтобы стать мастером корта, нужно совмещать качество легкоатлета, баскетболиста и представителей еще многих спортивных дисциплин, считает Хава. Поэтому перед очередным турниром она старается выкладываться по максимуму. Тем более, что теннис – ее мечта с самого детства. Я смотрела телевизор, как играют женщины в теннис, и сказала папе записать меня в теннис. Папа меня записал. Тогда сначала было очень-очень сложно, потом постепенно я стала все лучше и лучше играть. Я научилась очень многому. Я могу сейчас делать многие удары, подавать. На предстоящее первенство в Владикавказе отправятся только 5 юных теннисистов из Ингушетии. Правда, перед этим им необходимо будет пройти квалификационный тур. К нему в данное время готовится Хади Хашиева. Она пришла в секцию составить компанию сестре, а сейчас мечтает о больших победах. Мы каждый день приходим и занимаемся. Много ударов я могу, подачи, резанные, крученые, щетка. Больше чему уделяешь внимание? На подаче. У меня плохо их получается, но сейчас чуть лучше.
Секцию тенниса во Дворце спорта открыли еще в сентябре прошлого года. Предстоящий турнир – своеобразный экзамен для учащихся, говорит тренер Рашид Мальсагов. Он сам играет в теннис более 30 лет и уже вырастил не одно поколение успешных спортсменов. Шансы своих нынешних воспитанников на предстоящем первенстве оценивает высоко. Говорит, все зависит от упорства ребят и, конечно же, поддержки родителей. Теннис – это очень трудный вид спорта. В каком плане? Это интеллектуальная игра. В плане в том, что если, допустим, к вам мяч летит, это одна ситуация. Но эту ситуацию мы должны, обратный отсчет должен быть. То есть я должен правильно подойти и правильно направить мяч туда, чтобы соперник его не принял. Это сколько решений нужно. И это два момента. Третий момент, в какой удар. Крученный, плоский, резанный, их много ударов. Поэтому теннис очень интересная и интеллектуальная игра. Именно ребенок развивается не только общими физическими данными подготовки, но и интеллектуально. По всему миру у тенниса миллионы фанатов. Этот вид спорта как шахматы. В него можно играть всю жизнь. Здесь нет ни возрастных, ни гендерных ограничений. Все эти ребята, которые сейчас только осваивают азы большого тенниса, имеют большие перспективы добиться успехов в этом виде спорта, рассказывает главный тренер. Открытое первенство Северной Осетии по теннису пройдет во Владикавказе с 22 по 23 сентября. В соревнованиях примут участие спортсмены в 4 возрастных группах с 10 до 19 лет. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.